грустно это все смотреть. В нашем городе пока так работает с наследием. Я был свидетелем того, как рабочий устанавливает ограждение, обратился к нему, и он мне подтвердил, что снос действительно запланирован в ближайшие дни. Вчера мы звонили в департамент охраны памятников, звонили в администрацию, в архитектуру, задавали вопросы, что это такое творится здесь, и мы хотели быть уверены, что это не снос. Здание в целом в каком состоянии находится? В аварийном. В аварийном? Ну, какие признаки об этом говорят? Все. Фундамент, трещины в доме. Ну, пойдемте, покажите. В каком состоянии? Покажите прям руками, вот как отваливается. А ты замерз? Плохо. Все гнилое. И стены гнилые, кирпич гнилой. Говорят, гнилушки. Вот мы видим, даже чопик тут сохранился. Нормально. Это вот в процессе сломки щепа вышла. Там, может быть, что-то и было гнилое, но это как? Это меняется. Мы видим, что вот кусок фасадного угла, он хороший и чистый. Можно было его восстановить. Это все разбирается и меняется на новые деревянные также элементы. Я считаю, можно было даже реставрировать его, все-таки построить старинное. Здание начали сносить незаконно, вопреки действующему законодательству об объектах культурного наследия, поскольку с момента подачи заявки здание считается обладающим признаками объекта культурного наследия, и снос таких зданий запрещен. Здание интересно тем, что это старый дом, у нас не так много дореволюционных домов осталось. Ценен деревянной резьбой своей. Ну и в целом, тут самое главное — это историческая среда, потому что этот квартал, он важен для города. Оно считается охраняемым и не подлежащим сносу. Поэтому просим вас сейчас пресечь незаконный снос.